Шомшбзита. Добрый день, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 12-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Напоминаю, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара, ставить лайки и комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии у нас с вами запланировано следующий план. Значит, сначала мы с вами освоим фразу культуры речи, потом вспомним, как правильно задавать вопросы о том, сколько количественные вопросы, да, сколько там у нас, например, стульев или журналов. Это тоже очень важная часть грамматики. Дальше проделаем одно небольшое упражнение. Вот такой у нас с вами план на сегодняшние занятия. Итак, давайте приступим. Сначала начнем с фраз культуры речи. Итак, как спросить на абазинском языке, как у тебя дела, если мы хотим обратиться к мужчине? Значит, мы спрашиваем «Уусква шпу». «Уусква шпу». «Уусква шпу». Как у тебя дела, когда мы обращаемся к мужчине? Итак, давайте обратим внимание на новый звук «к», который мы видим в первом слове. Звук «к» пишется как две буквы «к», «в», произносится как «к». Послушайте, «к». Да? А у нас слово-подсказка для этого слова – это слово «крыша». Крыша на абазинском «к». То есть теперь, когда мы с вами в тексте встретим две буквы вместе, буквы «к» и «в», мы сразу вспомним, что это буква «к», и читается она как в слове «крыша». «К». Видите, вот такая небольшая шпаргалочка, очень полезная. Теперь давайте с вами вместе попробуем прочитать. «Уусква шпу». «Уусква шпу». Повторяйте за мной. «Уусква шпу». Теперь, как мы построим предложение, если мы хотим спросить у девушки или у женщины, да, как у тебя дела? Меняется только первая буква, да? Буусква шпу. Буусква шпу. Буусква шпу. Смотрите, опять нам встречается здесь буква «к». Опять мы используем слово-подсказку «крыша», то есть «к». Да, еще раз давайте повторим, что звук «к» пишется как две буквы «к», «в», которые пишутся вместе. Нам теперь легко будет узнать в тексте, когда мы встретим этот звук. И сразу мы вспомним, как он произносится. А теперь давайте потренируем произношение. Сразу не уходя далеко. Буусква шпу. Буусква шпу. Обратите внимание, как читается здесь твердый знак. Да? Он показывает нам, что мы читаем у, как бы вот твердо, как буусква шпу. Шпу. Вот этот звук. Еще раз давайте повторим. Буусква шпу. Молодцы. Двигаемся дальше. Как спросить, как у вас дела? У вас дела – это когда мы имеем в виду не почтительное обращение к какому-то человеку, говоря, как у вас дела, а мы имеем в виду, как у вас дела, когда обращаемся к нескольким людям. То есть это количественное, как бы такое показатель. Шуэсква шпу. Шуэсква шпу. Шуэсква шпу. Как у вас дела? Теперь смотрите, здесь мы встречаем звук «ш» в самом начале первого слова.
звук ш пишется как две буквы, да, вместе. Ш, в. Ш, в. Получается у нас ш. Слово подсказка у нас для этого слова это слово олень. Шарах. 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 Давайте запишем предложение швысква шпу. Швысква шпу. Кто уже написал, может спокойно переписать еще слово шарах, олень. Чем чаще мы будем с вами использовать письмо на наших занятиях, да, чем чаще мы будем писать, тем быстрее мы заметим результаты. Смотрите теперь, давайте еще раз потренируем произношение звука «к». Вспомним сначала, что он пишется как «в», а произносится как в слове «к», то есть «крыша». Давайте теперь потренируем произношение. Швысква шпу. Швысква шпу. Как у вас дела? Ш шарах, к. Шбзиюма. У вас все хорошо? Шбзиюма. У вас все хорошо? Давайте повторим. Шбзиюма. Шбзиюма. Записывайте. Шбзиюма. Переводится как у вас. Все хорошо? Давайте еще 2 раза потренируем произношение. Повторяйте за мной. Шбзиюма. Шбзиюма. Напоминаю вам, видите, обращаю ваше внимание, что звук ш, который мы встречаем в начале слова, это тот же самый звук, который мы встречали на предыдущем слайде в слове олень, да, ш, шарах. Дальше. Теперь ответы на вопросы. Например, вы хотите ответить: у меня дела идут хорошо. Вы говорите «свосква бзип». «Свосква бзип». «Свосква бзип». Молодцы. Давайте запишем «свосква бзип». Записывайте. Здесь интересный звук. Это звук «к». Мы с вами его уже выучили, да? Звук «к» пишется как «в», произносится как «к». Звук «п», который мы видим в конце слова «бзип», мы пишем его как «п-палочка», произносим как «п». «П». Для слова «к» у нас есть подсказка «к» крыша. Для звука «п» у нас есть слово подсказка «прп». «Прп». «Прп» клюква. Дальше, если вы хотите ответить «пойдет», «ничего», то вы говорите «я washed». «Я washed». «Я washed». Давайте запишем «я washed». Переводится как «пойдет», «ничего». Нормально у меня дела. Например, вы хотите ответить. Это все передается одним словом «я washed». Звук «т» мы здесь обращаем внимание, что пишется он как «т-палочка», а произносится он как «т», как в слове «сова», да, «т». «Т» пишется как «т-палочка», произносится как «т». Например, вы хотите сказать, что у нас все хорошо. Вы говорите «хабзип», «хабзип», «хабзип». Давайте запишем слово «хабзип». У нас все хорошо. В этом слове мы видим 2 интересных звука. Первый звук это звук «х». Пишется он как «х» палочка. Читается как «х». Как в слове груша. «Ха». Да? Звук «х» пишется как в слове «ха». Груша. Произносится как «х», «ха». Также в слове «хабзип» есть звук «п». Тоже очень интересный. Пишется как «п» палочка. А произносится как в слове «прп» клюква. «Прп». Видите, как легко запомнить. Теперь, когда мы с вами встретим в тексте, например, букву, где «х-палочка», мы сразу вспомним, что читается она как в слове «груша». «Х-ха». Или мы встретим букву, написанную вот «п-палочка»,
и мы сразу с вами вспомним, что читается она как в слове прп, клюква, п, прп. Вот, видите, как легко. Например, вы хотите ответить, что дела у вас отлично. Вы говорите галямат, галямат, галямат. Итак, звук г читается как, пишется как г палочкой, читается как в слове весна. Гапн, гапн. Галямат, п, опять, как в слове клюква, прп. Давайте запишем слово галямат. Галямат это означает отлично. Галямат, гапн. Чтобы запомнить звук п, мы используем слово прп. Прп это клюква. П, прп. Теперь давайте потренируем произношение слова галямат. Галямат, галямат, галямат. П, пр, п, пр, г, гапн, гапн. Молодцы. Например, вы хотите сказать, что дела у вас идут неважно. Тогда вы говорите егичавян, егичавян, егичавян. Итак, здесь какие интересные звуки. Сначала звук г, но это простой звук. Мы с вами легко догадаемся, как пишется звук г, да, потому что это как в русском г мягкий знак. Дальше звук ч, егичавян. Послушайте, егичавян. Звук ч пишется как ч палочка в. Ч палочка в. Значит, произносится как ч, как в слове яблоко. Ча, ч, ча. Егичавян. Звук г еще встречается нам. Пишется звук г, как г палочка в. Г палочка в читается как г. Звук г нам легко будет запомнить с помощью слова гора. Гора. Гнездо. Итак, давайте запишем слово егичавян. Егичавян. Дела идут неважно. Звук ч в слове егичавян пишется как ч палочка в, а запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова яблоко. Ча. Итак, ч, ча, да? Звук г, который пишется как г палочка в, мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Вяра. Молодцы. И, например, вы хотите сказать, что дела идут плохо. Вы говорите егявам, егявам, егявам. Вот как дела идут. Егявам. Давайте запишем и прочитаем. Давайте потренируем произношение. Егявам, егявам. Дела идут плохо. Егявам. Молодцы. Теперь, если вы хотите сказать, что дела идут отлично, вы говорите ибзидзап, то есть очень хорошо идут дела, да? Ибзидзап. В этом слове мы встречаем звук дз и звук п. При том, что звук дз мы встречаем дважды. Видите, красным выделен этот звук и синим. Это один и тот же звук. Ибзидзап. Звук дз пишется как д, з, две буквы вместе. Произносится как дз. Слово подсказка у нас слово вода. Дз. Ибзидзап. Как в слове дз произносится, да? Также мы видим звук п. Звук п мы с вами уже не раз сегодня повторяли. Мы его пишем как п-палочка, а запоминаем с помощью слова прп, клюква. Итак, давайте запишем слово ибзидзап. Используется как ответ на вопрос, например, как у вас дела. Переводится как очень хорошо. Ибзидзап. Молодцы. Теперь давайте проверим, как мы усвоили сегодняшнее занятие. Ну, не занятие, а вот это упражнение. Давайте постараемся вспомнить, как спросить у мужчины, как у тебя дела. Подумайте немножко. Давайте вспомним, как спросить у мужчины, как у тебя дела. Усква шпу. Усква шпу. Как же спросить у девушки,
Или у женщины, как у тебя дела? Давайте подумаем немножко. Если мы спрашиваем у мужчины «Уоско шпу», то у девушки мы спросим «Буоско шпу». «Буоско шпу». Как же мы спросим у нескольких людей, да, как у вас дела? Как у вас дела? Как мы спросим? Подумайте. Шуоско шпу. Шуоско шпу. А как мы спросим? У вас все хорошо? У вас все хорошо? Подумайте, как вы спросите? У вас все хорошо? Шбзиума. 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 Вот как мы спрашиваем, да? Обратите внимание, что на этом слайде мы несколько раз встречаем звук «ко» и звук «ш». Звук «ко» мы пишем как две буквы вместе. Буква «к» и «в» произносим как «ко». «Ко» – крыша, да? Да, крыша. Звук «ш» мы пишем как две буквы вместе «ш-в», произносим как «ш». Например, как в слове «олень», да? Шарах, шарах. Теперь давайте дальше еще подумаем, попробуем вспомнить, что мы сегодня узнали. Как сказать «у меня дела идут хорошо»? У меня дела идут хорошо. Подумайте. Свосква бзип. Свосква бзип. А как сказать «пойдет, ничего»? Все у меня нормально, да? Вот в этом смысле. Пойдет, ничего. Попробуйте вспомнить, как сказать пойдет, ничего. Я вашт. Я вашт. А как сказать у нас все хорошо? У нас все хорошо. Хабзип. 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 Повторяйте за мной. Как сказать отлично? Отлично. Подумайте. Отлично. Галяматп. Галяматп. Давайте еще раз прочитаем все вместе. Свосква бзип. Я вашт. Хабзип. Галяматп. Значит, здесь мы снова встречаем звук «к». Вспомним еще раз, что он пишется как «кв», произносится как «к». Встречаем звук «п», который пишется как «п» палочка, произносится как «п». Встречаем звук «т», который пишется как «т» палочка, произносим мы его как «т». Звук «х», который произносится как «х», а пишется как «х» палочка, да? Звук «г», который пишется как «г» палочка, а произносится как «г». «Г» палочка произносится как «г». Звук «л», который пишется как «л» мягкий знак. С этим очень легко разобраться, да? Молодцы. Давайте двигаемся дальше. Как же сказать «дела идут неважно»? Подумайте. Попробуйте вспомнить. Дела идут неважно. Егичавян. 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 Повторяйте за мной. Егичавян. Как сказать, дела идут плохо? Дела идут плохо. Егявам. 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 Как сказать очень хорошо? Очень хорошо. Хабзидзап. Ой, ебзидзап. Ебзидзап. Давайте еще раз прочитаем. Это такие, в принципе, не такие уж простые для произношения слова. Давайте попробуем их еще раз потренировать. Потренируем произношение. Егичавям. Егичавям. Егявам. Егявам. Бзидзап. Бзидзап. Значит, смотрите, мы встречаем на этом слайде звук Г. Два раза, да, пишется он как Г мягкий знак. Ну, это очень легко. Дальше мы встречаем звук Ч. Как мы пишем звук Ч? Ч, палочка, В. Ч, палочка, В. Это звук Ч. Ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ч, ча. Дальше мы встречаем звук Г. Г, палочка, В. Г, палочка, В. Звук Г, как в слове гнездо. Г, жара. Г, жара.
Дальше мы видим звук «дз». Звук «дз», как в слове «вода». «Дз». Пишется как «д», «з» вместе, да? А читаем как «дз». И, наконец, звук «п», который мы пишем как «п-палочка», а произносим как «п». «П-палочка», а произносим как «п». «П», клюква. Молодцы. Очень хорошо потрудились. Я надеюсь, кое-что все-таки запомнили и выучили. Теперь давайте будем двигаться к грамматической части. Сегодня мы с вами выучим две вопросительные конструкции, с помощью которых мы можем спросить «сколько?». Да? Давайте прочитаем. «З'ара и надзавая». «З'арая». «З'ара и надзавая». «З'арая». Звук «дз» в слове «инадзавая» мы запоминаем с помощью слова «дз» – «вода». Пишется звук «дз» как «д-з», произносим как «дз», как в слове «вода», «дз». Давайте теперь потренируем произношение этих двух вопросов и сразу же запишем их в тетрадке. «З'ара инадзавая». «З'ара инадзавая». Обратите внимание на твердый знак в слове «з'ара» из «арая». Мы читаем, с его помощью мы читаем букву «а» как твердо, да, вот «з'ара инадзавая». «З'арая». Звук «дз» мы произносим как «дз», как в слове «вода». Пишем мы его как «д-з». Итак, вот вопрос. Вот как мы спрашиваем «сколько?», да? А вот варианты ответов. Предположим, вот как используется в вопросительном предложении. «З'ара рмза надзавая». Видите, там у нас были какие вопросы? Смотрите, вот сейчас вернемся. «З'ара и надзавая». Как это используется в предложении? Мы берем «з'ара рмза». Рмза – это стул, да? Мы, ставим это существительное между этими двумя словами. «З'ара рмза надзавая». Получается у нас вопрос «сколько стульев?». Ответ на этот вопрос – «жармдзак инадзит». Жармдзак – это 10 стульев. Инадзит. Жармдзак инадзит. Давайте запишем эти два предложения. «З'ара рмза надзавая». «З'ара рмза надзавая». «Жармдзак инадзит». «З'ара рмза надзавая». «Жармдзак инадзит». Итак, обратим внимание на звук «дз», который встречается нам аж 4 раза в этих двух предложениях. Звук «дз» пишется как «дз», произносим как «дз», как в слове «вода», да? «Вода», «дз». Дальше мы встречаем звук «ж», вот желтеньким выделено «ж», пишем как «ж», «в», произносим как «ж». Дальше мы встречаем звук «к», пишется как «к», палочка, произносим как «к». И звук «т», который пишется как «т», палочка, произносим как «т». Давайте еще раз прочитаем. Попробуем запомнить конструкцию. «З'ара рмдза надзавая». «Жармдзак инадзит». «Жармдзак инадзит». Сколько стульев? Стульев 10. Еще один вариант того, как спросить, сколько стульев. «Армдзаква з'ара инадзавая». «Армдзаква з'ара инадзавая». «Армдзаква жаба инадзит». «Армдзаква жаба инадзит». «Армдзаква жаба инадзит». Сколько стульев? Стульев 10. Итак, сначала у нас в этом предложении, в первом предложении идет существительное стулья, армдзаква. Дальше мы спрашиваем сколько, з'ара инадзавая. Отвечаем, сначала идет существительное стулья, стульев 10, да, вот если там буквально переводить.
Теперь давайте еще раз обратим внимание на новые звуки. Звуки мы здесь встречаем такие, как дз и ко. Дз, ко. Мы помним с вами, что звук дз это дз, читается как дз. Звук ко, это буквы кв, читается как ко. Давайте попробуем переписать эти два предложения и попробуем с вами потренировать произношение. Арымдзаква с ара и надзавая. Арымдзаква с ара и надзавая. Арымдзаква жаба и надзит. Арымдзаква жаба и надзит. Еще один пример. Как спросить, сколько у тебя журналов? А журналку з арая йому. А журналку з арая йому. А журналку вяжа сымап. А журналку вяжа сымап. А журналку з арая йому. А журналку з арая йому. А журналку вяжа сымап. А журналку вяжа сымап. Сколько у тебя журналов? У меня есть 20 журналов. Давайте обратим внимание еще раз на звук К, который мы здесь встречаем дважды. Звук К это буквы КВ. Читаем мы как К, как в слове крыша, К, да? Дальше мы встречаем звук В. Как пишется звук В? Как Г, палочка В. Г, палочка В. В слове вяжа. Запоминаем мы его с помощью слова гнездо. В, вяра. Дальше звук Ж. Пишем мы его как жв, произносим как ж, запоминаем с помощью слова корова. Ж, ж. Сама П. Звук П. Пишем как П палочка, а запоминаем с помощью слова прп, клюква. Прп. Давайте теперь потренируем еще раз чтение и произношение этих предложений. А журналку з арая йому. А журналку вяжа сымап. А журналку з арая йому. А журналку вяжа сымап. Молодцы. Очень хорошо поработали. Вот мы с вами справились и с грамматической частью сегодняшнего занятия. Теперь предлагаю вам двигаться уже к завершающей части. У нас сегодня на очереди упражнения. Упражнение на абазинском языке атшарышцара. Атшарышцара. Здесь мы встречаем очень интересный звук, звук Ш. Пишем мы его с помощью двух букв Т, Ш. Запоминаем с помощью слова лошадь, Ч. От шарышцера, Ч, Ч. Давайте приступим. Итак, я сейчас вам прочитаю. Сара спхядзит. Я считаю. Хара хапхит. Мы учимся. Дара абадырит. Они знакомы. Сара спхядзит. Я считаю. Хара хапхит. Мы учимся. Также можно использовать в смысле мы учимся или мы читаем. Мы читаем. Хапхит тоже допустимо. Но это слово может использоваться в обоих смыслах. Дара либо ауат. Абадырит. Дара, или можно использовать еще слово ауат. Абадырит. Они знакомы. Мурат ддзервит. Мурат ддзервит. Мурат слушает. Мурат слушает. Мурат ддзервит. Аминат елхит. Аминат рассказывает. Аминат елхит. Аминат рассказывает. Шара счажит. Шара счажит. Вы говорите. Мурат ддзервит. Аминат елхит. Шара счажит. Давайте еще раз вернемся к предыдущему слайду. И еще подробнее пройдем. Значит, вот это наше все упражнение на сегодня. Сейчас давайте поподробнее с ним ознакомимся. Значит, наша задача какая сейчас? Переписать все, что вы видите на экране. Потом мы с вами это все потренируем произношение. Давайте еще раз. Сара спхядзит. Сара
пхядзит. Звук х мы встречаем в этом слове. Звук х пишем как х мягкий знак. Звук дз пишем как дз, произносим как дз. Звук т пишем как т палочка, произносим как т. Хара хапхит. Хара хапхит. Звук х мы пишем как х палочка, произносим как х. Хапхит. Х. Звук х мы пишем как х мягкий знак. Х. Звук т мы пишем как т палочка. Да, у нас слово подсказка т, сова. Пишем как т палочка. Давайте теперь потренируем произношение. Сарас пхядзит. Хара хапхит. Хапхит, как учимся, так и читаем. Можно использовать этот перевод. Дара или ауат. Абадырит. Абадырит. Молодцы. Мурат дзервит. Мурат дзервит. Мурат слушает. Звук дз, который мы встречаем во втором слове, этот звук пишется как дз. Произносим как дз. Дзервит. Звук г мы пишем как г палочка в. Г палочка в. Дзервит. Т. Звук т мы пишем как т палочка. Итак, звук г дзервит. Звук г мы запоминаем с помощью слова вяра. Гнездо. Г вяра. Звук т мы запоминаем с помощью слова т. Сова, да? Давайте произнесем все вместе. Мурат дзервит. Мурат дзервит. Аминат елхит. Аминат елхит. Звук х пишется как х палочка в. Х палочка в. Произносится как х, как в слове хра, трава. Звук т пишется как т палочка. Запоминаем с помощью слова сова. Т. Аминат елхит. Записывайте, и кто уже записал, повторяйте за мной. Будем сразу тренировать и произношение тоже. Шара шчажит. Шара шчажит. Звук ш пишется как ш в. Читается как в слове шарах, олень. Ш шарах. Ш шара. Ш шчажит. Звук ч пишется как ч в. Читается как в словах ч чемла, ч чарта, лестница или кровать, да? Ч в это ч. Дальше мы встречаем звук ж. Ж это как в слове корова, ж. Пишем мы этот звук как ж в, читаем как ж. И, наконец, звук т, который мы уже узнаем по слову сова, да? А пишем мы его как т палочка. Давайте еще раз повторим. Шара шчажит. Шара шчажит. Вы говорите. Молодцы. Вот и подошел к завершению наше сегодняшнее занятие. Очень хорошо мы с вами сегодня потрудились. Выучили фразы культуры речи, выучили грамматическую конструкцию, как спрашивать сколько, да, как задавать такие вопросы. Сделали упражнения, потренировали произношение, прошлись по очень многим звукам, постарались их запомнить с помощью каких-то определенных слов, которые нам облегчают процесс запоминания. И перед тем, как с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Конечно же, не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара, ставьте лайки и комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах дышсыразаха.